Всем привет! Вы смотрите цикл телепрограмм «Дети-герои» телеканала Тамыр. С вами его ведущий Ваня Завьялов. Каждый выпуск я буду знакомить вас с ребятами, которых можно назвать настоящими героями. Наш проект о детях, совершившие настоящий подвиг, спасли жизнь человека, помогли расследованию, не остались равнодушными к чужой беде. Также героями нашего проекта становятся ребята, которые совершают подвиг каждый день, побеждая свой недуг. Наши герои – герои не на словах. У всех есть медали, грамоты, а самое главное – любовь и признание близких. Герой сегодняшнего выпуска – Ильнур Гарипов. Друзья называют его Гарик. Почему именно этого парня мы выбрали героем и чем он так привлек внимание нашей съемочной бригады? Сейчас все узнаете. Меня зовут Гарипов Ильнур, мне 17 лет, я имею разряд мастера спорта России, неоднократный призер первенства России, призер чемпионата России и многократный призер и чемпион Башкирии. Я, получается, с детства у меня был диагноз ретинопатии недоношенных. И потом, уже вскоре, когда мне было 11-12 лет, мне поставили диагноз отслойка сетчатки. Врачи сказали, что мне нельзя заниматься спортом ни в коем случае. Но я не мог себя переосилить, и как-то мне попало по лицу мячиком. И после этого у меня начало падать зрение. Вот мы ездили по больницам с моей мамой. Какое-то время мне восстанавливали зрение, но потом оно падало. И в данный момент у меня зрение только светоощущение. В голове всегда есть знание, сколько я проплыл метров, сколько осталось. Но соперника чувствуешь только в тот момент, когда ты отрываешься от тумбочки и, наверное, когда финишируешь, что он приплыл. Больше всего горжусь я своей первой победой. Это был моим первым фундаментом к моим спортивным достижениям. Был большой толчок к моему «я», чтобы я стал первый. Это моя цель была быть первым. Как вы уже поняли, наш сегодняшний герой всерьез занимается плаванием. Для Ильнура вода – это стихия, в которой он чувствует себя комфортно. Хотя до бассейна у него были совсем другие увлечения. Я в спорте с самого детства, где-то 6 лет. И у меня были первые шаги, это в лыжном спорте. Я занимался лыжными гонками. Занимался до тех пор, пока не потерял зрение. Зрение потерял в 12 лет, но в 11 лет меня позвали на плавание. С тех пор, после того, как я потерял зрение, мне пришлось переклассифицироваться в другого спортсмена. Я начал заниматься профессиональным плаванием, но я не утратил навыки по лыжному спорту. Совершенно разные спорты, у них только единственное одно одинаковое слово – это циклический вид спорта. Мы уверены, что и в лыжных видах спорта у Ильнура были бы большие успехи. Однако судьба распорядилась иначе. Были несколько операций в городе Москве. 5 раз мы ездили туда, но безрезультатно. Были трудности все начать заново ходить, ориентироваться на улице, начать читать заново по Брайлю, по методике Брайля, начать также писать. Ильнур не унывал, у него настолько сила духа такая большая. Никогда не показывал свою слабость, всегда был уверен в своих силах, всегда поддерживал даже меня в эти минуты, когда было трудно. В первое время была надежда, большая надежда, что зрение восстановит. Но потом, знаете, это честно, очень было тяжело каждый раз ездить в другой город, в Москву,
И каждый раз на операции, потом долгий срок восстановления, реабилитация. То же самое, приходилось жертвовать тренировками. И я сказал, нет, я лучше буду таким, какой есть, но все равно я думаю, что будет в будущем медицина сильнее, и можно будет восстановить зрение. Общаясь с Ильнуром, можно понять одно: в жизни нужно быть сильным не только на словах, но и в действиях. Понял. Большую роль сыграла, наверное, моя черта характера, это я свободолюбивый. Я не мог сидеть дома, не мог себя держать в этих 4 стенах, не ограничивал я себя никогда в этом, в хождении, в моих, знаете, куда я захотел, туда я пошел. И вот это мой недуг, это потеря зрения, это, наверное, было большим моим барьером, который я очень долго обходил, наверное, переходил его, потом я его переступил. Наш герой знает, что все зависит только от самого себя. Самое главное, чтобы рядом были близкие. Не было бы моих друзей, моих близких, 2 людей, друзей, я бы сказал. Они очень меня в этом поддерживают. Егор Степанов, мой одноклассник, а другой человек – это девушка с другого города. Я не буду говорить ее имя, но ей тоже большой привет, если это увидит. Друзья и одноклассники говорят, что с Ильнуром не соскучишься. Вот и его друг Егор, с которым они вместе и учатся, и плавают, такого же мнения. 5 секунд осталось. Давай доделывай. Вот и зайдешь. Я увидел Ильнура впервые, когда пришел на линейку в 9 класс, и там мы познакомились в классе. Получается, общаюсь я с ним уже 3-й год, и друг он отличный. Ильнур Гарипов успевает везде. И на сборах показывает хорошие результаты, и в школе учится неплохо. У нас 9 человек в классе, класс очень дружный, помогаем друг другу, друг за друга держимся. Если кто-то не знает материал, мы стараемся объяснить, помочь. Из-за того, что я много езжу на соревнования, я пропускаю некоторые предметы из-за подготовки, из-за тренировок, из-за сборов. И мне класс очень помогает понять множество тем. Я обращаюсь все равно к учителям. Хожу, стараюсь на дополнительные к ним занятия, факультативы. В тетради я пишу формулы, потому что тут наглядно, понятнее, чем в компьютере. А в компьютере я записываю конспект. То есть там большой текст, большие правила и понятия. И получается в компьютере это выходит быстрее. Он абсолютно обычный компьютер, просто есть программа экранного доступа. Очень удобно. В дневнике у Ильнура есть разные оценки, но нет места двойкам. Он старается учиться наравне со своими одноклассниками. Мне нравится биология, наверное, больше всего. Люблю русский, алгебру. В других предметах я стараюсь быть ударником, не отставать от своих одноклассников, потому что спорт и учеба тяжело вместе совмещать. Мне нравится медицина, нравится помогать людям. И думаю связать с медициной свою карьеру в дальнейшем. Тренировка – это полная выкладка на ней. Не должно быть лишних движений, лишних разговоров. Плывешь задание, слушаешь тренера. И, честно, нету времени на разговоры. И получается, на тренировке только слушаешь тренера и спрашиваешь у него задание. Мой график дня начинается с того, что я просыпаюсь в 6 часов утра. Это очень тяжело. Потом я иду на тренировки. У меня начинается с 7 часов, начинается первая тренировка. С 7 до половины 10 я тренируюсь, в воде нахожусь. Потом я иду домой, собираюсь в школу, ем и иду в школу. После школы я прихожу домой, сплю.
и иду на вторую тренировку. Она начинается с 5 и идет до 8 часов. Ребята, вы вообще понимаете, что вставать в 6 часов утра – это уже подвиг? Лично для меня, для человека, который учится во вторую смену, это просто героизм. Необычно видеть, как слепой человек плывет. Он очень быстро проходит дистанцию. Там на поворотах стоит твой тренер с удочкой. Он тебя касается, чтобы ты сделал поворот. Вот. Он тебя подстраховывает. Ну, наверное, перед самим стартом он тебя мотивирует. Он очень помогает. В день на тренировках я провожу 5,5 часов времени. У меня есть выходной день, это воскресенье. Это же надо 6 раз в неделю по 5 часов находиться в воде. И тренер Ильнура очень требовательный. Халил Равилович воспитал не одно поколение крутых спортсменов. Одаренный парень в том плане, что дисциплинированный и предан плаванию. Самое интересное, как тренер могу сказать. И я считаю, очень порядочный, с хорошей семьи. Действительно, спорт помогает этим детям, даже в том плане, и материальном плане. Хочу сказать, что он является стипендиантом, как за успешно выступающий на чемпионатах России. Правительство нашей республики поощряет таких спортсменов, ежемесячные стипендии получают. Паралимпиада – это моя одна из целей. Дело не в наградах, дело, чтобы попасть на Паралимпиаду, мало получать много наград. Главное тут результат, твое время. Друзья, цель нашего проекта «Дети-герои» – познакомить вас с ребятами, которые не сдались в трудную минуту. Сегодня героем нашего проекта стал Ильнур Гарипов. Уверен, вы многому научились у этого парня. Всем телезрителям я, наверное, желаю никогда не опускать руки. Никогда не думать, что ты все, я не могу. Такого слова нету. Надо переступать через себя. Мы, люди, нынче свободны. Мы можем делать все. Сильно сказано. Спасибо, Ильнур. Нет слова «не могу». Надо всегда идти к своим целям, несмотря ни на что. Мы желаем тебе успехов. Лично я уверен, что совсем скоро твое имя будет в числе паралимпийцев. Наши 13 минут пролетели на одном дыхании. В следующей передаче мы продолжим знакомить вас с ребятами, которым без сомнения можно сказать: ты настоящий герой.